Добрый вечер, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Вот я уже нахожусь дома. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Очень соскучилась по внукам, по дому. Конечно, я так долго никогда не отлучалась, никуда надолго не уезжала, но очень скучала. Первые 2 дня, как только приехала, немножко болела голова. Ходила какая-то сонная, акклиматизация, наверное. Как только приехал в санаторий, 2 дня тоже самое было. Извините меня, конечно, что я вас не смогла с праздником поздравить. Поздравляю вас с прошедшим праздником, с Днем весны. Желаю самое главное здоровья, удачи, семейного благополучия, любви. Самое главное здоровье. Съездила я к сестре Сайме в деревню, поздравила ее с праздником. Все-таки она осталась нам вместо матери, поэтому мне очень захотелось ее поздравить. С утра поехали с детьми, а вечером приехали. Находились целый день, она готовилась, нас ждала. Ролик, конечно, я не стала снимать. Сниму в следующий раз. Поговорили с ней, скучали. Очень даже она переживала за меня, как у меня пройдет лечение, отдых. Конечно, отдыхала я и лечилась на славу. Приехала и сразу посеяла помидорчиков, потому что уже март месяц. Посадила петунию. Еще у меня семена много, семена цветов. Вот завтра хочу еще посадить несколько цветочков. Перец у меня взошел, можно сказать, на 100%. Видимо, семена были хорошие. Посмотрим, как будет с урожаем. Погода у нас прохладная, минус 10, минус 12 градусов. Днем, конечно, немножко тает, с крыши капает, а ночью очень холодно, как будто заново пришла зима. С детьми, с домом, с козочками, с курочками все в порядке, переживать незачем. Дома порядок, на то и рада. Спасибо детям, что ухаживали за домом, за детьми. Хорошо. Козочка еще у меня доится. Конечно, не знаю, она беременная или не беременная, пока неизвестно. Привезла, конечно, я кумыс, лошадиный кумыс из санатория и делала кумыс из козьего молока. Получилось очень вкусно. Конечно, кумыс из козьего молока еще вкуснее, чем лошадиный кумыс. Жирнее, дети пьют. Снега еще у нас очень много. Вчера съездила в магазин, купила грунт для томатов. До этого, конечно, я купила мешок грунта на 20 литров. И вчера смотрю, уже почти на 120 рублей все подорожало. В магазинах все так стало дорого. Намного. Сахар даже стоит 75 рублей килограмм. Надеюсь, все будет хорошо. Отключили нам монетизацию. Проживем, конечно, без монетизации. Хотя отключили монетизацию. Я не думаю закрывать свой канал. Я к вам привыкла. Я вас всех полюбила.
Буду продолжать вести свой канал на YouTube, если, конечно, YouTube не закроют. Я остаюсь с вами. Мы уже с вами породнились. Многое я узнала от вас. Что-то вы узнали от меня. Спасибо большое вам, что вы меня поддержали в трудную минуту. Мои дети 2 года росли при вас. Вы сами видите, какими они стали уже большими, послушными, красивыми, добрыми. Они растут, а мы стареем. Самое главное, пусть будет здоровье, мирное небо над головой. Ролик, конечно, я часто не смогу снимать. Скоро начнутся огородные дела. Я надеюсь, что через месяц. Сейчас рассадами надо заниматься, но 2 раза в неделю я могу ролики снимать. Вы пишите в комментариях. Я постараюсь вам отвечать. Дети учатся. Скоро закончится 3-я четверть. По дому мне дети помогают. Я довольна ими. Они тоже очень скучали по мне. Мне кажется, они даже выросли за эти 24 дня. Или мне казалось, или действительно выросли. Да, уже большие. Напишите, мои хорошие, как вам жилось, как ваше здоровье, какие у вас новости, все ли у вас хорошо. Я, конечно, здоровье немножко поправила, мне стало намного лучше. Я хочу сказать большое спасибо Светлане, моей подписчице, которая работает в санатории Глуховская медсестрой. Это она мне подсказала, что есть санатория такая хорошая, где можно пройти реабилитацию после ковида. Дай Бог ей здоровья, удачи, успехов, любви, семейного благополучия. Мне она очень понравилась. Разговорчивая, приятная, красивая, приветливая. Спасибо всем сотрудникам санатория. Действительно, в санатории работают очень добрые люди. Еще раз поздравляю всех с прошедшим праздником. Желаю всем здоровья, удачи, семейного благополучия. Всем пока-пока. До следующих встреч.